прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 21 октября. Высокий стандарт. 2026 года 270 на 2010 Рамзан Кадыров проинспектировал столичный правительственный комплекс и военный городок в Гилдагане. Ритмы гор. Девичья хоровая капелла «Фирдаус» отметила 15-летний юбилей. Деньги по совести. Эксперты делятся практичными советами, разбирают реальные кейсы и помогают участникам найти решения, которые можно применять уже сегодня. Как распоряжаться финансами по шариату, говорили на исламском форуме в Грозном. — 60 гектаров, 77 объектов строительства и порядка 200 задействованных специалистов. В селении Гилдаган возводится новый военный городок для бойцов полка Минобороны «Ахмат Россия». Ход работ проинспектировал Рамзан Кадыров, лично проверив темпы. Подробности о графике строительства в репортаже Лейлы Муртазовой. На карте региона появится еще один военный городок для бойцов полка «Ахмат Россия» Министерства обороны. Строительство идет в селении Гилдаган. Объект занял территорию в 60 гектаров и рассчитан на 1200 человек. Здесь продумано все до мельчайших деталей. Парковочная зона для спецтехники на более 200 машин. Есть все необходимые коммуникации. Проверить, на какой стадии работы, прибыл глава региона вместе с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпулаев рассказал о возможностях будущего комплекса. Разработка проекта документации, спортивный тренировочный комплекс, я езжу, парковая зона, 240 пенестиан навесчу, полностью шеи, стрейбиш, коровые помещения, масана была тоже, инженерный сеть, полностью выписано отделение, качественное сооружение, водозабор, кузовой, очень водозабор, как раз хаец, другое, основная из-за вопрос лучше, согласовать, чем совместно с Минобороны разработка проектной документации вымогается поэтапно. Я шая вообще наставить завершение. Моя поручение цены в Минобороны сделано, полки щипал сделано, это 1200 евро, уже идет, по бонусу сделано, по 300 евро, Ишорская Минобороны с Бохабин уже 1500 сделано, расширительно, рада сделано, соответствующие выборы, как обычно, выборки, он обратится на уже дополнительно 300 метров. Цена больше будет делать это рад 1500 плюс куча рахин с ПСД Чахерю, лучше день до 2026 года, день до 270 на 2010 года. Это популярная шозичная, тем более артиллерии. На месте трудятся специалисты военно-строительной компании Министерства обороны России. Уже возведены административные здания, казармы, которые будут вмещать в себя от 100 до 400 человек. Кроме этого, на месте имеются спортивные залы для регулярных занятий. Основная задача – это создать все необходимые условия для службы и комфортной жизни личного состава. Мебель оборудование уже проанонсировать, закажешь, разместить, поэтапно решение, утвержденное решение, выдавать. Я сразу дальше уже помочь. Вопрос продолжения финансирования, оплаты сразу молчание. Ускорить штаб молчишь. Полностью до Басалика. Цель Халилушев, где-то в конце 26-го года. Штабу. Казармы чего? Мастер? Четырехэтажный казармы чего? 400-у, трехэтажный казармы чего? 300 человек. 400-ю, на 300 человек. Вот их столовый, пищеблок, штаб,
Спортзал, футбольный поле, полностью все условия. Основные работы уже выполнены, дело остается за прокладкой инженерных сетей, внутренней отделкой помещений. Совсем скоро планируют завершить и тепловой контур, что немаловажно, все укладывается в назначенные сроки. Льешь материал, самый качественный, поставка материалов своевременно, наш проблемы с поставками и сроки укладываются на проекте, опережением даже. Здесь же Рамзана Кадырова с сюрпризом встречает командир батальона «Запад» Ахмат Исмаил Агуев. Он передал главе субъекта трофейное оружие, которое было изъято в ходе успешного наступления на противника в зоне проведения специальной военной операции. Далее делегация посетила один из уникальных сооружений столицы – новый правительственный комплекс, где они внимательно осмотрели будущие кабинеты чиновников и залы заседаний, где будут приниматься очень важные для народа решения. диванчик и маю, камин за улицу, переговор шега моя هذا ظريف تجوح وشيء يخلو عن وش سوي شيء ربوشي توقع هذا وشو توقع ديوانا توجز ديوان كتير كوني كوفني اشتغل هاي زين كهيج كده. Внутренние работы идут быстрыми темпами. На многих этажах они почти завершены. Заключительные штрихи проводятся на 12 и на 15 этажах. В общем, в комплексе в комфортной среде трудиться смогут более 200 тысяч человек. Они посмотрели все залы, ходом работы, остались довольны. Потолки у нас процентов на 70 завершены. Оборудование кабинета главы республики. Работу начали уже по перегородкам и по потолкам. В здании продолжаются внутренние работы. Сейчас мы находимся на 12 этаже, где будет будущий зал для совещаний. Здесь трудятся рабочие, укладывают пол и мраморное покрытие. Рамзан Кадыров тщательно следит за реализацией проектов в регионе, и очередной визит позволил убедиться, что два масштабных объекта совсем скоро будут готовы к эксплуатации без каких-либо препятствий. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». 15 лет безупречного исполнения. Девичья хоровая капелла «Фирдаус» отпраздновала свой юбилей ярким концертом в Доме торжеств имени Дагуна Амаева. Все эти годы коллектив является хранителем чеченского искусства, виртуозно исполняя национальные композиции. Творческий путь хора был отмечен высоким вниманием. Глава посетил торжество, чтобы лично оценить достижения коллектива. Кульминацией вечера стало вручение высоких государственных наград. О празднике музыки репортаж Медины Мударовой. С момента основания в 2010 году капелла «Фирдаус» стала ведущим профессиональным хором Чеченской Республики, завоевав признание зрителя. Коллектив за это время успел обрести неимоверную популярность у ценителей искусства. Незадолго до начала мероприятия коллектив проводит финальные репетиции, делают упражнения для распевания голоса. Хеда Лаудинова уже 10 лет в коллективе. Пением занимается с детства. Принимала участие в различных мероприятиях и свою творческую карьеру решила продолжить, уже будучи участницей коллектива «Фирдаус». Девушка признается, это было ее лучшим решением. Что меня так долго держит в этой группе? Наверное, это сами люди.
все девочки наши очень добрые, дружелюбные и очень талантливые. Также все эмоции, которые я получаю от этой работы, мы все участвуем в разных конкурсах, ездим в разные города. Наш руководитель Радима Хаджимурадова во всем нас поддерживает. Сегодня под руководством Радимы Хаджимурадовой девичья хоровая капелла покоряет сердца слушателей своим мастерством и любовью к музыке. Поддерживает художественного руководителя ее самый главный критик и большая поддержка – мама. Коллектив коллектив. Мне удостоилась такая возможность и чокочена своей руководитель. بيبغى ديريس خليل ودرس النص هم внимание что внимание сейчас стимул хриатер беш так продвижение хриатер. Ну а на 15-летие группы во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева уже собираются люди, те, кто с самого начала следит за творчеством группы. Зал полностью заполнен. Коллектив «Фирдаус» создан в 2011 году и за это время успел завоевать популярность среди слушателей республики. На сегодняшний день девичья хоровая капелла «Фирдаус» стала одним из ведущих хоровых коллективов Чеченской республики и принимает участие во всех правительственных, республиканских и городских праздничных концертах. Поздравить коллектив прибыл лично глава республики Рамзан Кадыров вместе с министром культуры региона Исой Ибрагимовым. Торжество начали с показа ролика о творческом пути группы. Знаете, когда мы начинали 15 лет назад, это было больше похоже на большую, очень шумную и очень голосистую, дружную семью, нежели чем на профессиональный коллектив. Мы очень сильно любили петь, и кажется, это до сих пор наш самый главный двигатель. Вокальному коллективу предстоял тяжкий путь через тернии к звездам, но в итоге он засиял гораздо ярче. Исай Ибрагимов поздравил участниц и отметил вклад коллектива в сохранение и популяризацию вокального искусства чеченского народа. Девичья хоровая капелла «Фирдаус». Культур белушен. Да, диканс бекам бойлон, да, алшуйлон. Здесь же состоялось торжественное награждение коллектива. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской республики» присвоили Радиме Хаджимурадовой. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской республики» Хаджимурадовой Радиме Саид-Эмеевне, директору творческого коллектива девичьей хоровой капеллы «Фирдаус». Почетными званиями, грамотами и благодарственными письмами главы Чеченской республики за весомый вклад в развитие культуры региона наградили и других участниц творческого коллектива. Присваивается почетное звание «Заслуженный артист Чеченской республики» Алаудиновой Хеде Мусаевне, артистке-вокалистке Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Дашаевой Мадине Исаевне, артистке хора Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. А также от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Дашаевой Мадине Исаевне вручаются документы на квартиру. Allah da sağdöt och meldim då diknas dal shedja döt vizende. Vani ela son заслуженная артистка ишче квартира ела اصلا دو خدا دو خس خاطر دو امستهم دا ساعد دريس خليل الاردرسون دريس خليل الاردرسون اگر حال خوای پچحن قصل خصو وجده سوچ تنتون ترگو يرتون وارد خوزي الله ريس خلصن دا سيدا دا диканс бекам бойл. Сюрприз подготовила и руководитель модного дома «Фирдаус» Айшат Кадырова. Каждая участница хоровой капеллы объявили денежное поощрение в размере 300 тысяч рублей. Руководитель модного дома «Фирдаус» Айшат Рамзановна хор де шо «Фирдауса» по 300 тысяч рублей. Коллектив представил собравшимся свою концертную программу. Она открылась с исполнением гимна «Фирдаус». Невероятная мощь и красота голосов завораживают. Среди почетных гостей мероприятия и юная слушательница капелл-группы, внучка первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Эйсет Кадырова. Она поздравила руководителя группы и вручила приятный подарок – корзину цветов. Такое внимание очень ценно, признается Радима Хаджимурадова.
شو مصو مارش دوغيل لارمي بتشع ديريس خليل هون تخن هق كولكتيف بريت شقوت شهر خز سوريا تروتيق تسيدين تلارم دين تدولش جوان دحر سقالر لينيق هق فرداوس كولكتيف قاد أبول بلا بقي قيمش يقش سنة يالرا كولكتيف يق أخلصه بقدك ألج سوي غير كيغل خدو ألسا أويل تخلير أمسك قادين بول إتيشم سون إصدق دزلدو دال مغلع تيوخ شان قرتاني قدا بولخ با قحيجا سايق قودين بول إتيشم لربا دال مغلع آل شويوسا وقر حالخ ويلار مي بچان ديريس خليل آل وردرسون تا أهمت سأيوشوش مستو همان تاه تأهتو بيشول ديريس خليل هلار مي بچان دال ساق دويل أحتون ميل ديش تقوزن بير تاي ديريكترين إلين ديريس خليل آل وردرسون إلين ديريس خليل هون دي بوسا دوتش مستو تخبستنوك شياش تخوز قهيا قانول أبو مسلمين ديريس خليل آل وردر إيش هر كونسرت كاتشيش داق مالحчина دقر بركل ديريس خليل آل وردرسو ديريس خلشن مستارنا. В программе концерта прозвучали лучшие национальные композиции, пропитанные духом патриотизма в неповторимом исполнении капелл-группы. Свет, мелодии, национальные платья. Все элементы безупречно продуманы. На сцену вышла Радима Хаджимурадова с исполнением завораживающей композиции. Не обошлось и без подарков от зрительниц. Торжественная часть мероприятия была насыщена и выступлениями звезд чеченской эстрады. Всего минуты, проведенной в зале, достаточно, чтобы понять, на сцене работают настоящие профессионалы. Их песни говорят о многом. Некоторые из произведений посвящены героям нации, как ушедшим, так и живущим среди нас. Группа исполнила композицию «Ахмат Хаджи». Зал стоял. Концертная программа подошла к своему торжественному завершению. Финальным аккордом стало исполнение песни, посвященной главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В каждой ноте звучит признание его исключительной роли как лидера, объединившего народ и подарившего стабильность. Останавливаться на достигнутом творческий коллектив девичьей хоровой капеллы «Фирдаус» не намерен. Впереди нас ждут еще громкие выступления и сотни пока неисполненных песен. Мы неустанно, усердно работали, и сегодняшний юбилей – это результат нашего многолетнего труда и преданности делу. В репертуаре у творческого коллектива более 200 песен, среди которых произведения как чеченских, так и зарубежных композиторов. Любой их концерт – настоящий праздник для любителей хоровой классики. Медина Мударова, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В районе населенного пункта Малая Токмачка в ходе воздушной разведки с использованием БПЛА обнаружен пункт управления вражеских дронов. Как сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, после передачи координат бойцы батальона «Восток Ахмат» привлекли к работе операторов ударного крыла «Молния-2». Благодаря слаженным действиям расчетов по цели нанесено точное огневое поражение. Граждане передали Росгвардии 20 единиц оружия в поддержку участников специальной военной операции. Центр лицензионно-разрешительной работы занимается приемом, учетом и подготовкой вооружения, которое жители добровольно отдают бойцам. С начала акции в Росгвардию поступило более 100 единиц. Ведомство подчеркивает, что это демонстрирует активную поддержку военнослужащих населением. Это не всегда оружие, которое находилось, скажем так, в бывшем употреблении. Да? Наряду с этим есть и новое оружие, которое прямо приобретается в магазине, прямо в коробках, новое, не стрелянное. И граждане просто вот на добровольных началах передают, хотят, вот, чтобы оно поступило в те или иные подразделения. И мы в этом тоже помогаем. И на сегодняшний день таких единиц у нас более 40. Вот. И, конечно, огромное спасибо, огромная благодарность гражданам, которые вот поддерживают эту инициативу.
Искусство и армия едины. Под таким девизом в Грозном проходит международный фестиваль «Кино на службе Отечеству». Он был создан в 2023 году президентом России и ведет посредством кинематографа летопись специальной военной операции. Программа включает творческие встречи, художественную выставку. О кинопоказах репортаж Рабиат Гайтиевой. Вот здесь у меня была кровать, и я как бы упала между этой стеной и кроватью. И так вот. Мы все находились в это время дома. И после первого прилета успели выскочить, забежать в подвал. Это не постановочные кадры. Это реальность фронта, которую создатели фильмов фестиваля «Кино на службе Отечеству» привезли в Грозный. За каждым таким кадром стоит огромная работа режиссера, его боль и выбор. Именно об этом, о том, как и зачем снимать такое кино, рассказали главные герои фестиваля для представителей СМИ. Главные наши, скажем так, режиссеры – это люди с фронта, те, кто сам своими ногами с 22 года прошел окопы, жил с ребятами на передовой и готов явить и людям различных национальностей, проживающим на наших территориях, правду. В Грозном стартовал региональный этап 3-го международного передвижного фестиваля «Кино на службу Отечеству». И его работа началась с открытого диалога с создателями картин. В центре внимания документалистика, которая сегодня становится главной летописью эпохи. Мы привезли сюда действительно такой ценностный багаж каждого из нас. То, что видел на фронте, то, что пережили. Потому что очень важно сегодня, чтобы молодежь понимала и знала, куда едут их отцы, братья, мужья. Очень важно, чтобы они понимали, осознавали, уважали свою историю предков и своих родных. Первый же вопрос генеральному продюсеру фестиваля, военному кинодокументалисту Николаю Цонку был о том, какое информационное влияние имеет кино в настоящее время. Кино является главным инструментом сегодня для достижения целей. Любых. В любом направлении. Наша задача сейчас ориентироваться не на западное кино, а создавать свое, наше, где есть душа, где есть смысл, где есть наши ценности. Режиссер Лилия Рыбак, автор «Пронзительных цветов под градом», рассказала о метафоре в своем фильме и о том, что под собой скрывало название кино. Я свой фильм планировала показать, какой ценой все происходит сейчас, какой ценой. И хотела показать и рассказать о несовместимости детства и войны. Ну, то есть это настоящая цена, потому что вот в моем фильме нет никакой крови, нет ничего, не показано никакой жестокости. То есть по факту это дети, которые ничего не потеряли. Да, то есть верхушка айсберга. Но даже через них видны последствия, виден процесс. Не остался без внимания и локальный контекст. Представительница чеченского кинематографа Луиза Канаева подчеркнула важность такого мероприятия для развития киноязыка в регионе и поделилась особенностями своей кинокартины. Мой фильм все-таки о Великой Отечественной войне и роли чеченцев в Великой Отечественной войне. Все мы знаем, что в 1944 году было выселение в Казахстан. И что произошло с солдатами в тот период? Я через судьбу и историю одного солдата, Дуды Миноева, он был разведчиком, попыталась рассказать про всех, что с ним произошло. Ногами и руками человеческими документальная картина о волонтерской деятельности фонда «Время выбрало нас», о военнослужащих армии России, а особенно чеченских бойцах, об их отваге и человечности. Этот фильм еще и о том, насколько морально для наших ребят важна поддержка, насколько для них важно ощущение того, что за ними крепкий и надежный тыл. Но еще этот фильм рассказывает и о самих волонтерах, о том, почему люди оставляют свою спокойную жизнь и в ущерб собственному свободному времени, семьям, они просто берутся и делают такое важное дело. Пожертвовал своим комфортом и домом ради правды. Французский независимый журналист Андрей Боке прямо заявил: образ чеченского народа на Западе искажен до неузнаваемости. Пока одни СМИ создают стереотипы, он их разрушает. Его документальный фильм о спецназе «Ахмат» – это осознанная попытка показать реальность.
Я ехал сюда и думал, что же меня тут застанет. И вы должны понимать, что в Европе другое мнение о Чеченской Республике, что тут опасно и страшно выходить на улицу, а тут абсолютно все новое, красивое, и все такие вежливые ко мне. Очень хочется развеять мифы, которые существуют в Европе. Поэтому я счастлив быть здесь, чтобы озвучить им, что происходит тут. Как же развита эта прекрасная чеченская земля. За форматом пресс-конференции и большими именами стоит простая и важная цель – говорить со зрителем на чистоту. Творческие встречи в Грозном не заканчиваются. Впереди у зрителей еще несколько дней кинопоказов, дискуссий и выставка «Сестры». Этот фестиваль стал мостом между фронтом и тылом, между разными видами искусства и между народами многонациональной России. А кинокамеры, как и прежде, они продолжают фиксировать великое настоящее, чтобы сохранить его для будущего. Рабиат Гайтиева, Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика. Как правильно управлять капиталом в соответствии с нормами шариата обсуждали в Грозном. Первый исламский форум «Честные финансы и честный бизнес» стал площадкой для диалога о том, как современные финансовые инструменты могут быть гармонично интегрированы с религиозными этическими нормами. Участники – богословы, бизнесмены и чиновники. О духовных приоритетах над материальной выгодой репортаж Мадины Кураевой. На слайде формулы прибыли и цитаты из священных текстов. В этом и есть суть форума «Честные финансы, честный бизнес», где исламские ценности встречаются с современными методами торговли. Здесь собрались банкиры, чиновники, богословы и предприниматели. Мероприятие стало эффективной площадкой для обмена опытом и обсуждения честных способов заработка. Эксперты делятся практичными советами, разбирают реальные кейсы и помогают участникам найти решения, которые можно применять уже сегодня. Чеченская Республика – первый регион в стране, который внедрил исламское финансирование. По инициативе и активному участии Рамзана Кадырова в 2023 году было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Банка России, Министерством финансов Чеченской Республики и Духовным управлением мусульман региона. Внедрение этого продукта существенно облегчит приобретение жилья для людей, нашего населения, которые по этическим, религиозным соображениям не могут себе позволить, да и по высокому процентному курсу не могут позволить себе обычную ипотеку в коммерческих банках и многие другие продукты. Мариам Тагаева – владелица собственного бизнеса и пользуется инструментами исламского финансирования. Здесь она получила ответы на интересующиеся вопросы и расширила профессиональные знания. Специфика моей работы в том, что после того, как мы заключаем сделку с клиентом, нам нужен определенный период, чтобы реализовать его заказ. И очень важно было уточнить момент по поводу рассрочки, вот именно период выполнения заказа, пока он еще не готов. А есть ли обязательства у клиента перед нами, пока мы ему не передали готовый заказ? И сегодня я получила ответы на эти вопросы. Такой масштабный форум в Грозном проводится впервые и станет ежегодным. Цель данного форума – объединить предпринимателей, банковский сектор, представителей власти и духовенства, чтобы общими усилиями вывести ту формулу, которая помогла бы нашим предпринимателям не только зарабатывать деньги, но и распоряжаться своими доходами в рамках и по нормам шариата. Форум собрал более 200 участников не только из нашей республики, но и из других регионов страны. Для многих это стало стартом для новых проектов и сотрудничества. Мадина Кураева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах ВНХ в социальных платформах.